Добрый день! В эфире передача «Под мостом», и у нас сегодня в гостях Марк Гельман, который покажет, как делать то, что Марк сам скажет. Потому что я не знаю, что мы будем делать. Шаурму, шаверму, шаварму или шварму. Ну, добрый день. Я думаю, что мы будем делать и шаурму, и шаверму, и шаварму. Почему так? Потому что, в принципе, это одно и то же блюдо, но каждый его называет по-разному. Где-то она называется шаурма, где-то шаверма. Поэтому Как вы привыкли называть? Шаварма? я Шварма? называю его шаурма. Шаурма. Мы будем сегодня готовить шаурму. А пригласили мы Марка, потому что Марк делает одну из лучших шаурм в Москве. Он делал ее в кафе Тель-Авив, он делал ее, как мне сегодня Марк сказал, для кафе «Рынок Общепит», да, и для Easy Grill. Гриль, да. А еще у Марка свой кейтеринг, который называется Гельман Кейтеринг. Марк очень долго думал над этим названием. Да. А еще как раз Марк буквально проездом в Москве из Монако, где он делал VIP элит лакшери шаурму Шаурму. для яхтсменов и других золотых Для людей. монегаска. Для монегасков? Как монегаски отнеслись к шаурме? Ему очень понравилось, но они больше предпочитают есть в тарелке, нежели в пите. Дикий народ. Да. Ну, Мы им организовали. Ну как теперь, говорится. да, теперь Марк открывает там ресторан. Приступим? Да. Что Немножко, главное в шаурме? Да. В шаурме, конечно, основное это маринад и специи, правильная мариновка, правильная нарезка мяса. Сегодня мы будем готовить шаурму из курицы и начнем. Из бедра. Из бедра. Почему из Шаурму, бедра, а не из... Я вам объясню, почему из бедра, потому что бедро это самая, в принципе, мягкая часть в цыпленке. Самая сексуально привлекательная Да, часть да. курицы. Она при любых обработках, и если ее варить или жарить, она будет все равно самая мягкая и вкусная. Так как грудка она сухая, суховата, соответственно, всегда это делается из бедра. Только из бедра. Да, это вот шаурма, я гляжу по тхине и по специям, она из Израиля. Ну, в принципе, это рецепт ближневосточный, я бы так сказал. Тахина соус пользуется очень и в Израиле, и в арабских странах. Вот шаурма тоже очень вкусная и в Турции, но они категорически пользуют другие соусы. Специи у них плюс-минус похожи, Ну да. но соус у них идет не тахина. А тахина, в принципе, мне кажется, больше всего подходит. потому Начнем. что как-то, да. Мы начнем с мяса. Обрабатывать обязательно надо перед тем, как маринуем. Убираем весь жир. Режем. Как бы открываем, как называется, бабочку. Да? Так. Ну, мы, конечно же, будем имитировать приготовление шаурмы, потому что шаурма должна готовиться на вертикальном да. вертеле, там должно все это крутиться, жариться В и прочее. принципе, это самый лучший способ ее приготовления. Но также можно сделать дома на сковородке гриль. Или у кого оборудована кухня очень хорошо в домах, есть планшеты, есть, на чем, в принципе, жарят бургеры. Айпады, что ли? Планшеты, ну планша, мы ее называем планшет. Я понял. Собственно, вот так вот вычищаем, побольше открываем, чтобы она была потоньше. Чтобы она быстрее. Нужно, чтобы она промариновалась. Да. И чтобы она лучше жарится и быстрее. И потом, когда мы ее будем нарезать для того, чтобы Отправить на сковородку? отправить в питу, В питу. То есть она жарится так вот будет? да, жарится она будет на сковородке в таком виде, а потом мы ее еще порежем на тонкие кусочки и уже непосредственно она пойдет в питу. Почему пита, а не лаваш? Ну, лаваш это, в принципе, у нас Или как это в Израиле называется? Лафа? лафа. Да. Но есть два вида. В Израиле вообще ее в 3 вариантах едят. Это багет, лафа и пита. Вот такой багет прям? Ну да, прям Весь XL, прям, да. да? Так как в Израиле очень любят кушать. Кто ест багет, кто питу, кто лафу. Но я предпочитаю в питу и как-то и компактнее, и да. Потому что часто бывает, вот, что в наших шаурменных, как говорится, да, что плохо, что там вот лаваш, который дают, да, он прорезиненный. Даже Для если он чего? сырный. Да, даже если он сырный, это Да. вообще
Не знаю, что это такое. Он достаточно, если он качественный лаваш, он будет рваться, потому что будет соус, будет немного масла, жир. Они сделали такой рецепт, придумали местные шаурмисты, чтобы оно прям было дубовое, как говорится, и не рвалось. Соответственно, и сам хлеб не очень вкусный из-за этого. Еще они его потом кладут в этот тостер-гриль, припекают, ну, в общем, целая история. Не так, как надо. Не так. Вот так, как надо. А листья салата? Ну, классика. Если мы берем сегодняшний рецепт, ближневосточный, туда идет огурцы, помидоры, соус тахина и соленые огурцы. Листья Всё. салата, в принципе, в это блюдо никак не вяжется. Ни капуста, ни морковка. Это... А в рынке общепите морковка внутри. Ну, Вот так вот мелко нарезанная. это уже доработка их. Да, ладно. Я им ставил непосредственно мариновку и все, окей. что... Это может быть для того, чтобы был объем. Ты понимаешь, да? Как в наших уличных шаурмах всегда. И капуста, и это. Да. В принципе, это, ну, не идет. Мы нарезали часть. Дальше мы начинаем мариновать. У нас есть зира. Зира, кумин, кто как привык называть. Немного зиры. Зира очень доминантна, поэтому не сильно. Она должна быть свежемолотой. Да. Лучше всего покупать целиковую и молоть самим в кофемолке. Мы так обычно делаем. Дальше у нас идет куркума. И все это потом еще будет в соусе. В каком? В этом. Тахину? Нет, тахину мы будем, когда мы будем собирать питу, так называемую, мы положим туда тахину. И мы берем такая некая смесь, это мы делаем сами. Там Все-таки есть секрет какой-то. есть секрет. Что Здесь, это такое? здесь немного и корицы, здесь и паприка, здесь и чеснок сухой. Да, то есть чувствуется, такое, да? Вот так вот. Это специи, в принципе, Надо побольше. побольше, да. В этой специи смесь 3 специй. Это сладкая паприка, не острая. Это сухой чеснок. И сейчас, если есть такая, я не знаю, как это на русском. Это называется баарат. Это тоже смесь каких-то специй, которые, в принципе, не Тоже из разглашают. 3 специй, да. Тоже смесь каких-то специй. Мне всегда говорят, как так? Я говорю, если бы я знал этот рецепт этой специи, я бы был богатый королем, человек, да. потому что я бы его, как говорится, продавал. Мне кажется, там есть немного корицы, немного вот этот бадьян, да, вот что-то такое. Вот это основное. Барат. Багарат. 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 Дальше А перец? Черный. перец. Потом. В данном случае уже он здесь есть. Я просто выставил, но перец уже замешан в этой специи тоже. Все-таки 4 там специи. 4. Может даже и И 5. в том Баараде, я не знаю. Так. Можно немного промаслить, если есть подсолнечное масло. Совсем чуть-чуть, чтобы... Прямо совсем. сверху, Вот да? так вот. Ага. О, все. Да, вот так чуть. Дальше мы также делаем, маринуем. Просто не так, не Да. разгадывай, не разглаживай. Сейчас. У нас идет после этого верхний слой. Ага, еще не все. Обязательно. А мне еще говорили, просто не был в Израиле, мне говорили, что там, значит, как едят шаварму, шаурму. Много и соли. прочее. Соль тоже, да, говорят, добавляют. Я немножко про другое. Там, значит, человек покупает, а рядом, значит, стоит куча всяких разных Да, этих да. солений, маринадов, Обязательно. салатов. И человек там, значит, ест шаурму, Шаурму. и так откусит, и так наложит туда, доложит, да? Потом съест это все, весь ряд, откусит немножко еще, и так... Значит, какая с этим ситуация? Так как в Израиле очень много фастфуда, он практически через каждые 10 метров ты видишь какой-нибудь ларек или там какое-то маленькое помещение, где есть фастфуд. И фастфуд достаточно качественный. Почему? Потому что конкуренция сильная, все хотят, как говорится, заработать, и никто не может халтурить. Соответственно, если ты хочешь хорошо поесть, ты кушаешь в фастфуде самые свежие продукты. Потому что любой владелец своего фастфуда
он непосредственно и хозяин, он непосредственно и работает там. Там очень редко есть такое, что кто-то что-то открывает и сидит, как говорится, дома. Считает шекели, Да, да? считает шекели. За счет этого они очень сильно следят за качеством, за продуктами. И, конечно, всякие истории, чтобы клиент приходил и приходил именно к ним. Потому что на одной улице, если вот идти по Тель-Авиву, там, допустим, можно насчитать, что, я не знаю, за километр ты увидишь там 15 шаурменных, там еще 10 Фалафельных. фалафельные, это вообще на каждом шагу. Там еще есть такое блюдо сабих, это жареные баклажаны. И это уже принято, что когда ты покупаешь шаурму, у тебя стоит всегда соленые огурцы бесплатно, острый перец, капуста маринованная какая-нибудь и еще там морковку. То есть кто больше, кто меньше. Но основное это всегда стоит банка с тхиной бесплатно, соленые огурцы, острый перец. Это основное то, что, как говорится, без шаурмы и этого нет. Ну или Шаурмы без что этого. без этого нет. Да. Солим. Как попасть в Израиль без визы? Просто поговорить с Марком Гельманом. Как будто прогулялся. Что? Как не нужна Не виза? нужна. Израиль сегодня безвизовая А, страна. все, не нужна виза. Хорошо. Ладно. Давным-давно. Все. У меня была история, еще когда были визы. У меня есть друг диджей, очень известный, московский. И я ему как-то организовал гастроли. Я говорю, езжай в Тель-Авив, это был 2002 год, там тебя примут. Он говорит, давай, я с удовольствием. Я говорю, ну визы, сейчас я говорю, пойду в посольство, я тебе сделаю. Нам сделали визу, все, без проблем, но только не сказали, что она туристическая. Работать нельзя. А он, да, я его как-то не предупредил. И он, короче, отдохнул в израильской тюрьме сутки Что, в аэропорту. диджейл, что ли? Не, его не пустили просто. Он сказал, ты куда? Я иду работать. А у тебя же это... Ну, это к визам было сказано. Все, можно чуть-чуть промаслить, посолили. То есть теперь можно ехать и работать. Виза не нужна. Не, работать все равно нельзя, но не нужна виза туристическая. Ты можешь находиться как и здесь 3 месяца. Все, маринад стоит. Сколько он стоит? Ну, чем больше, тем лучше. Вообще, когда До завтра. в профессиональных шаурменных маринуют, вот этот как бы стейк мы его называем, он стоит в ночь. И Как это все делается? Вот это все. Как? Очень просто. Берется консервная банка большая, в ней делается небольшое отверстие. Этот штырь, низ его как бы становится на банку. И у него есть основа на этом штыре, сама Ну да. железка. И ты начинаешь вот так вот выкладывать, как Вот вот именно здесь, вот так вот вот. так вот, да. Ты точно так же выкладываешь, идешь по кругу, где оно свисает, ты надрезаешь, вставляешь внутрь и вот так, вот так, вот так. Это как бы традиционное это. Турки делают по-другому. У турков очень развита шаурма, фарш. 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 Потому что они делают замес баранины с говядиной, и они насаживают фарш, реально. Они делают всего лишь только потом небольшую оболочку из мяса, но в основном идет фарш. Потом они ему, как говорится, дают шоковый удар в морозильной камере, буквально чуть-чуть. Они не морозят, они Прямо со примораживают. штырем, что ли? Да, со штырем. Ничего себе. Примораживают ее и в холодильник. А потом, когда они ее ставят на огонь, они также резко ее дают удар огнем, она схватывается, и потом, в моем понимании, это самая вкусная шаурма, когда она из фарша, но правильно сделана. Переходим мы к салату и к соусу. Соус, так называемый соус тахина. Тахини, тахина, по-разному его называют. В принципе, это 100% перемолотый кунжут. Кунжутная паста. Кунжутная паста. Из него делают халву. В нашем случае он будет идти как соус к шаурме. Оригинал, я бы так сказал. Выливаем концентрат тхины. Всю банку. Да, ну, чуть я погорячился. Немного отольем. Здесь мы его приобретаем в магазинах индийских специй, либо на Дорогомиловском рынке тоже продают. Все больше и больше стали. Раньше было очень мало поставщиков, сегодня все больше и больше, как говорится. Все больше и больше людей едят Да. тахину.
тахини или тхину, а чеснок. Чеснок. Значит, ингредиенты в соус. Да. Тахина-концентрат, соль, лимонный сок. Это основные. Ну и, соответственно, секрет правильного соуса тахины – это ледяная вода. Многие делают тахину, пытаются сделать, чтобы у них получился соус, но они не знают секрета, что вода должна быть ледяная. Поэтому на данный момент сейчас у нас цвет коричневый, да, такой. Сейчас она превратится у нас в белый соус. Но это не каждый знает, поэтому приоткрою У всех она коричневая. небольшое. Не у всех, но кто знает, да. Но она получается не очень вкусная, когда Ага. выдавливаем чеснок. Сколько надо чеснока-то? Ну вот на такое количество 3-4. Тхина не боится ни лимона, ни чеснока, в принципе, да. Да, бесстрашно. Перебора не будет. Пока Марк делает соус, я вспомнил один факт важный. Марк первым в Москве начал делать израильскую шаурму. Это было в В 2002 году. Марк открыл киоск, как это назвать? Павильончик. Павильончик на водном стадионе. Сколько? 60 квадратных метров? Но город оказался к такой шаурме не готов. Еще не готов, Да. да. И что люди говорили про эту шаурму? Что они Когда? хотят лаваш и хотят капусту с морковкой. Что им не нужен салат, не нужен хумус, не нужен... Дайте нам лаваш. Ага. Но И- так как мы не хотели заниматься лавашами с моим другом, партнером, мы решили ее продать. Ага. И продали ее тем, у кого арендовали этот павильон. Они с удовольствием получили готовый бизнес, они, конечно, перешли на лаваш, они, конечно, убрали 2 аппарата, Ага. и все у них это. Но на сегодняшний день они до сих пор уже, сколько лет прошло, у них успешное кафе, Процветает, да? вкусняшка, они там уже, Так называется? Да. Вкусняшка? они Ладно. там поставили очень много столов, А у вас, расширили как, у его. вас как назывался? Шварма хаус. Но я потом, вот эта шаурма потом появилась в Тель-Авиве в первый раз, возродилась или нет? Да, в кошерном ресторане нашем. Вкусная была. И начинаем мешать. Воду мы заливаем туда постепенно, чтобы не переборщить, потому что тхина, вот видишь, будет Она уже белая, как ты видишь, и она начинает густеть. Но мне кажется, еще лимон дает белый цвет, нет? Лед. Лед? Ладно. Мгм. То есть это все на глаз, да? Ну, примерно, да. Ага. Ой. Надо нам немного, может быть, ложек каких-нибудь для того, чтобы попробовать. Ложек? Достаточно. Вон целая, Ага, всё, целая, отлично. целая ваза у нас. Еще немного воды. Букет ложек у нас есть. И мы после того, как мы замешиваем, мы пробуем на лимон, соль, И чеснок. тахини. Она имеет свойство горчить, так как это стопроцентный кунжут Ага, перемолотый. ага. Соответственно, горечь уходит с лимонным соком. Попробуй. Чего не хватает? Горчит? Шаурмы не хватает. Это понятно. Лимона еще? Слегка горчит. Чеснок чувствуется, я это вижу по структуре. А лимон? Лимон тоже чувствуется. Нормально? Ну, по мне тогда. Вот может быть еще, чтобы не так горчило. Да. Еще? Да, по-любому еще. И так как все-таки у нас не очень хорошие, конечно, поставщики тахины в Москву, потому что более качественная. Вся идет в Израиль. Нет, в Израиле сами делают. Ага. Основные производители тхины это Сирия, Ливан, Тунис, Иран. У них это... Можно что попробовать? Поменьше? Поменьше чего? Горечи? Да. Ну, сейчас она такая приятная. Такая Да, еще. горечь халвы. Кунжутной.
Все, Так. все готово. Прелесть. И мы переходим к завершающему ингредиенту. Это Овощи. овощи. Овощи вообще в Израиле называют это арабский салат. Почему? Потому что его кушают и арабы, и евреи, все. Поэтому он называется Да. арабский. Он называется арабский, кто-то называет его, мы его называем ориентал салат. Его суть в чем, что он мелко нарезается. Это не как мы привыкли есть овощной салат. Мелкий кубик. Так вот нарезаем. Но он отдельно тоже так подается или нет? Не, он идет Или он в пить. только- Нет, только вообще так, да? его как бы все едят на завтрак, я бы так сказал. Традиционный завтрак у израильтян это шакшука, знаете, Да. это острая яичница по-мароккански. Это там не едят выпечку особо, там любят позавтракать уже с утра нормально. Соответственно, это никто не ест ни как это, Круассаны, творога. там, Да, круассаны, не сырники. сырники, это не омлеты. Омлеты едят, но омлеты в Израиле всегда едят в зеленые. Что значит зеленые? Они прямо Зеленый. зеленые, потому что туда всыпают всю зелень, Это которую как могут. вот кюкю, что ли, азербайджанское? Не, это совсем другое. Туда идет зеленый лук, кинза, петрушка, укроп, все виды зелени нарезаются и в омлет. Он прям такой зеленый. Даже желтого мало остается. Но очень вкусно. И обязательно вот такой арабский салат. Могут там с куском феты там, или Прям так сверху. да, есть такой сыр лабана тоже. Кислый, он похож на типа что-то мацони. Так. Здорово нарезаем. Кто-то добавляет мяту, но в нашем случае оно сюда не подходит. Мята может подойти, когда фалафель вегетарианский. Нарезаем огурцы таким же способом. Ой, Эмигрировал. ушел. Мелкий кубик. Когда я приехал в Израиль в 90-м году, у нас там была компания, и один парень всегда жаловался, вот я прихожу, прошу овощной салат, а мне рубят эту мелкоту, я хочу нормальный салат, такой, как мы привыкли в России. Я говорю, слушай, что ты жалуешься, ты же переехал, все, привыкай. Не, я говорю, за салат. В общем, он долго эту тему не оставлял, он постоянно. Но остался все-таки. Ну да. Я говорю, хоть сделай, иди домой сделаешь. Они тебе уже, ну, не делают там так. Его крошат вот таким мелким. Лимонного сока много, оливкового масла. Кто-то любит острый перец туда побольше. Плюс зелень, мята. Это очень вкусно, в принципе. Ну, наш салат тоже традиционный. Не хуже. С ароматным маслом, допустим, или со сметаной. Достаточно пока, да? Это мы можем ваут, как говорится, маринуется, запах идет. Да. И последнее, забыла, это соленые огурцы. Тоже туда же. Нет, соленые огурцы Отдельно, кладутся да? обычно поверх Ага. питы, чтобы соленые огурцы мы обычно режем по форме просто тоненько. Вот такими руками. Соленые или нужны Соленые, только Да? соленые. Кто-то, потому что должны быть соленые, маринованные сюда особо не подходят. Режем их по форме. Это самое лучшее сочетание. Вот я, допустим, ем шаурму, ну, когда я либо в Израиле, либо здесь я иногда тоже ем. Там у меня есть один, как говорится, проверенный чувак, но он уже очень давно. Это сирийцы на Белорусской. Их было два, и потом посносили, но он ушел куда-то в угол, и я его нашел. Я ем всегда Как шаурму. он не прятался, да? А где? Да. На углу Тверской или Ты где? знаешь, вот перед выходом метро Белорусская, не где вокзал, а с другой стороны, где церковь, Да. там в уголку прям. У него неплохо, я иногда к нему езжу, и Ага.
На что похоже? Э, В лаваше? Или Я как? ем в питу арабскую тонкую, Ага. как это. Но я шаурму ем только следующим образом. Это мясо и соленые огурцы и тахина. Все, я ничего больше туда не добавляю. Даже арабский салат? Даже арабский салат. И он там так делает. Ну я прошу, он делает. Я подхожу, говорю, вот я тебе Надо- больше надо заплачу, ты мне срежь свежее. Ага. И не клади мне ничего. Вот, ну тахины у него нет, я там говорю, ну чуть-чуть этого убитого соуса. Все, мы зажигаем плиту. Так, у нас Это больше не нужно. ну, оставь. Почему? Мы будем надрезать питу, так как что важно при жарении шаурмы в домашних условиях? Это правильно нагреть сковородку. То есть некоторые как делают? Они включают full газ, как говорится, И уходит. и разогревают ее, как бы она разогревается ударом. Это неправильно, потому что мясо потом прилипает. Соответственно, сковородку, тем более гриль, надо растопить потихоньку. То есть начать там, грубо говоря, с четверти, добавить потом половину и уже потом выходить на 3/4. Не полно. Не полную. Потому что полная, ну это как и в бургерах, в любых процессах жарки, сковородку всегда правильно разогревать потихоньку. Потому что часто вот я, на самом деле, много стартапов делаю разным ресторанам, консалтинг, меню создаю. Вот недавно я был под Подольском, открывал там бургерную, и люди вообще не Под понимают. Подольском. Да. То есть под Это- Подольском тоже люди захотели бургерную. Да, это даже не бургер, это аэродинамический центр Фризон. Там летают парашютисты. Аэротруба самая большая в Европе, они там строят и гостиницу. Я им, ну, там не только бургерную, я им разработал полностью концепт и гостиницы, и бургеров, и Прям в трубу, банкет. что ли, подкидывает его? Не, в Питу. В Питу они пока не делают, что у них еще нет столько людей. Вот так потихоньку. А что, у них бургеры в лаваше, что ли? Нет, я вообще им сделал бургер в, как правильно говорить, Чабат? джиабата. Чабата. Да, кстати, очень вкусно. Мне даже больше нравится, чем с этими булками. Окей. Так, пока сковородка греется, мы приготовим питу. Да? Она- Питу сегодня мы взяли свежую. Отрезаем кусочек, открываем. Это нужно крышечка потом? Баловство? Да, я опять же говорю, у нас не все очень всегда хорошо с хлебом для этих всех блюд. У нас неплохо делают бородинский, нарезной. А вот питы вообще это тоже надо уметь. Вот такие кармашки, да? И немного масла, и мы можем начинать жарить нашу шаурму. Добавляем, сковородка уже хорошо нагрета. Немного масла, не надо много. Ну и потихоньку, я думаю, что попробуем ее поджарить. В среднем на порцию питу кладется 2 таких кусочка. Два бедра. 2 бедра. То есть нигде больше в Москве, кроме какой-то сирийца, нет. Не, почему? Ну я пробовал и там, ну мне не нравится. Ну хлеб, все зависит от хлеба, я вам честно А скажу. то, что турки в Москве делают, например. А? То, что турки в Москве делают. Турки это стандартное наше еврокафе. Ну Им нет, известно. вот ну, в Фудсите есть хорошая кебабная. Шаурму я там не ел. Там Я на да- Фудсите Данёра. езжу, но я на Фудсите очень езжу рано. И там еще где, наверное, это, они не открывают, поэтому я ем шашлыки. Да, нет, там такая, по-моему, чуть ли не круглосуточно работает. Вот главное здание, и вот слева, где разгружаются всякие эти вот фуры. Место-то осталось. Турки до сих пор Немного. там едят. Жарили одну сторону, переворачиваем. Вот видишь, желтая специя, куркума дает и цвет, и небольшой вкус. А в Израиле она везде вкусная? Нет, Тоже нет? нет. Есть кто-то просто открывает и закрывает, но успешные проекты, они очень сильно работают. У меня есть знакомый, у которого продается около 2700 пиц в день. Нормально. Очень нормально. Ну, то есть- У него даже уже сегодня стоят роботы, которые, у него роботы. Ага, я видел такие. А? Роботы, которые режут мясо. Это даже уже человек не режет.
У него настолько он разработал под себя, потому что он примерно жарит, я не знаю сколько. Ну, Может если- 300, может 400 килограмм в день, может полтонны. Вот такие вот, прямо с тележки он заезжает из холодильника в жаровню, потом он закрывает таким как бы свой, где стоят ножи, Ага. и оно просто автоматически режет, потому что там идет поток бешеный, там То есть и она прям свежая. То есть она свежая, она даже единственная, там стоят две машины, когда даже не успевает прожариться, он запускает вторую, потому что идет очень сильный поток. Ага. Ну, это очень серьезный бизнес. Ну там тоже надо ориентироваться на очередь, да? Где очередь, значит там... Ну да, да. У него выходные-то бывают у этого человека? Она кошерная, да. В пятницу, субботу. Немногие кошерные шаурмы, а у него кошерная, так как он, в принципе, правильно делает. Он в пятницу работает до 12, и то не всегда. То есть только с утра? Ага. Да, и в субботу он закрыт. И открывается он воскресеньем, потому что в Израиле воскресенье это как понедельник у нас. Ну да, да, да. Все, поджариваем так немного, чтобы... Если уже говорить так, то, конечно, в нашем случае это жарочные поверхности. Лучше всего. Плоские, на чем жарят бургеры. Надо готово. И чем дольше ее нарезаем, Тем она вкуснее. тем она вкуснее и ешь тоненькие кусочки, а не только. Вот в Монако мы делали точно так же, но подавали, конечно, чуть другую подачу. И другие были более замороченные соуса к ней были. Была матбуха, это острый марокканский соус из помидор. Помидоры тушатся 6 часов на медленном огне. Получается как варенье из помидор, острое. И баклажаны еще баба гануш рядом, и это, и то, ну, чтобы по ферме было, сам понимаешь. Валютно, чтобы было. Чтобы валютный вкус. И манегаски, в принципе, и были довольны. Даже так как я туда езжу часто, уже давно, и делаю там разные мероприятия, я в каком-то мероприятии познакомился с помощником принца. Его зовут Колонель, он исполнительный как бы Полковник? помощник. Он 100% какой-то, на каком-то чине, но он правая рука, как говорится, протокол принца. Ага. И вот сейчас я приехал, я говорю, я сделал новое меню для ресторана, говорю, приди, задегустируй. Он очень серьезно отнесся к делу, привел владельцев куриной фабрики, владельцев там всяких бизнесов. Ага. И они, единственное, что он сказал, что очень много, куда столько, ну я привык к дегустации, когда провожу там перед банкетами, это всегда очень много еды. Они просто были в шоке от количества еды, Ага. но им очень понравилось. И он сказал, что в принципе это здесь пойдет. Если есть хумус, в принципе лучше Да. промазать стенку хумуса. В данном случае мы промажем немного тхиной. Дальше следующее это. Мясо, салат, немного тхины. Дальше мясо, салат. Чтобы так слоями, да? Да, Не скучно, чтобы было. не так положено. Немного тхины. И на Так. закуску соленые огурцы идут сверху. То есть соленые огурцы. Почему я люблю? Потому что я люблю с солеными огурцами, и я прокладываю слой. Но вообще первый как бы укус у тебя идет мясо с солеными огурцами. Еще перцы еще иногда кладут. Перцы, да, они. Всё? Приятного аппетита. Дегустируй. Наконец. Оно лучше, чем в шукапчепит. Другая. Другая. Ну, ой, мяско нежное. Ой. То есть основные А что? секреты, правильная нарезка, маринад, правильное сочетание. Это А в Москве очень такая важно. специя продается? Ну, ее можно собрать.
Ага. Если знаешь секрет. Вообще, те, кто любят экспериментировать на кухне, и вообще это, ну, экспериментируют и со специями, и с блюдами, поэтому берут там, покупают 10 специй и собирают. Там чуть-чуть этого, чуть того, экспериментируют. Я, правда, этим не занимаюсь, но... Отличная шаурма. Она, мне вот нравится вот в такой вот штуке, вот в израильской, да, что здесь нет вот этой вот остроты, вот этой вот кетчупа, вот этого, А это- то, что вот любят добавлять Опять в же, Москве. К этому есть один рецепт остроты. Ни в коем случае не кетчуп острый, не томатный это. Это просто берутся красный и зеленый острый перец, с чесноком в мясорубке, с петрушкой перемалывается это, и ты получаешь такую некую связку остроты. Им сверху мажут края. Ну, не сверху, а по краям. Опа, сок течет. По краям мажут, и оно дает острую остроту. По идее, в шаурме нет никаких ни чесночных, ни майонезных соусов, ни в коем случае, ни вот этих вот аджик, кетчупов. Ну, сам понимаешь, у нас же адаптируют, да? Не, ну мне вот нравится, когда, например, кладут что-то вроде сацебели в кебаб. Ну вот не, вот смотри, каждому, да. вот допустим, кебабом я делаю, аккуратно, кебабом я делаю зеленую тхину. Потому что кебабы у нас идут с петрушкой, с кедровыми орехами, с острым перцем. И туда я делаю зеленую тхину. Это много-много петрушки в тхину. Тоже другой вкус. То есть кебабом свой есть рецепт тхины. Я, например, очень люблю ткемали. Не, я имею в виду кебабы, которые кладут в это, ну, питу. донер, да. Ну да, ну как бы вот я бы к ним подавал зеленую тхину. Ага, Так, класс. немного еще сверху Что? освежить, Да, так кстати, как можно. тхина обязательно должна стоять баночка. И как в Израиле, да, немножко Да. еще огурцов. И огурцы for free. Да. Ну, осталось сказать пока-пока. У нас тут еще курица на несколько шаурм. И мы их сейчас сделаем. Да, пока-пока. Отличная шаурма Марка Гельмана. До свидания. Пока-пока. Всё, давайте за колбаску.